если у тебя есть вопрос, а живет ли во мне гордость. На самом деле гордость, некоторые люди, знаете, они даже нас упрекают и говорят, имей гордость, там, вот, займи вот такую позицию, имей гордость уже в конце концов, там, не разговаривай с ним, там, или еще какие-то вещи. Но когда мы читаем Новый Завет, когда мы читаем Писание вообще, когда мы читаем Библию, мы понимаем, что гордость – это одна из самых опасных вещей вообще. И если гордость, как Дерек Принц однажды сказал, если гордость из самого прекрасного архангела сделала дьявола, она превратила его в дьявола, то подумай, что это может сделать с тобой. Гордость – это причина всех тех падений, которые мы, например, обсуждали и слышали на протяжении последних 10 лет. Падений величайших людей Божьих, которые влияли на целые государства, на целые страны. И гордость – это то, что стало причиной, к примеру, падения одного человека, который повлиял на миллионы жителей одной из республик бывшего Советского Союза. Миллионы жителей. Даже не десятки, даже не сотни тысяч. У них была гигантская церковь, где не просто 10 тысяч, это была церковь из десятков тысяч людей состоящая. И знаете, когда ты понимаешь, с чего этот человек начинал, я помню, один из Божьих служителей, с которым мы очень плотно общаемся, он приехал и говорит, я видел его лично, этого человека, я общался с ним, и более смиренного, и более кроткого человека я не встречал вообще за всю историю своих отношений с Божьими людьми. Это был супер кроткий человек. Но в один момент что-то закралось в сердце, и это приходит незаметно, это приходит чаще всего сначала где-то внутри, сначала ты внутри начинаешь понимать, что ты что-то значишь, ты начинаешь внутри понимать, что ты что-то можешь, ты начинаешь внутри понимать, что ты уже чего-то достиг, ты уже к чему-то пришел, у тебя уже есть определенные результаты, определенные плоды, которыми ты можешь хвалиться, а на фоне других людей и на фоне других служителей, так ты уже вообще в космосе. Знаете, иногда с нами происходят вот эти вот невидимые вещи, которые никто не видит. Но это ты и Бог. Это как минимум две личности, которые знают о том, что происходит внутри. И так важно научиться замечать за собой эти моментики, которые приводят к величайшим падениям. Этот человек на самом деле упал, и его падение было не просто страшным для всего христианского мира, это был позор. Это был, знаете, вот когда люди обсуждали то, что случилось с этим человеком, там был большой сначала финансовый большой скандал, потом вскрылись факты о сексуальной нечистоте, но на самом деле все началось не с этого. Все началось с маленьких вещей, которые человек позволил внутри складывать, которые человек позволил внутри себя родиться этим вещам и позволил этим вещам вырасти. Знаете, когда, например, уже все вокруг начинали видеть, что с ним что-то не то, гордость что делает с нами? Она закрывает нам глаза, и все видят, что с нами что-то не то, кроме нас самих. Все видят, что мы ведем себя не похоже на Христа, и мы делаем вещи, которые совершенно противоречат характеру Христа. Все уже об этом думают, все об этом говорят, все уже это замечают, кроме того человека, который находится в гордости. И когда этого человека там выносили на стуле и чествовали его как человека, перед которым стоит преклоняться, люди преклоняли свои там колени, они давали ему деньги и т.д. и т.п. Это такие потрясающие ужасные вещи, в которые человек попал. И большинство людей, большинство здравых людей понимали, что это начало большого падения. Но этот человек не понимал, он мчался по этому хайвею, который ведет в пропасть. Знаете, чтобы не мчаться по хайвею, нам не надо вставать на этот хайвей. Нам не надо просто вставать туда. И есть 3 вещи, по которым ты всегда можешь проверять себя. Первая вещь – это слово «спасибо». Вообще, можешь ты говорить слово «спасибо»? Спасибо тому человеку, который тебя родил, который тебя вырастил. Я вспоминаю, как мы жили в 90-х. Я вспоминаю, что мы прошли в 90-х как люди Божии, и иногда вспоминаешь, как родители, что мы проходили. Когда у тебя не было денег на памперсы, и ты вот реально ты от себя отрывал, ты не доедал, ты там работал больше, пахал больше, чтобы этого ребенка взрастить.
Только вот те, которым сегодня к 50 годам, вы помните это время, если вы в это время здесь, в этой стране, вы родили ребенка и вы вырастили этого ребенка. Вы знаете, сколько всего стоило для того, чтобы нам наших детей вырастить. И потом, когда ты смотришь со стороны то отношение, которое дети, они имеют к своим родителям, неблагодарность, постоянные какие-то претензии, постоянно, знаете, вот хамство, грубость, просто, знаете, даже вот эта вот рожа кирпичом, когда ты смотришь, как ребенок относится к родителям, и ты понимаешь, что это опасный путь, и человек уже на хайвее. Хайвей в пропасть. Это, знаете, скоростная дорога в пропасть для тех, кто не понимает, что такое хайвей. Слово «спасибо» – это то, что начинается у нас в семье, когда тебя твоя мама накормила, и ты говоришь просто: «Мам, спасибо тебе огромное». Когда просто родители, ты их утром встретил там, я не знаю, на кухне или где мы встречаемся с нашими родителями, просто сказать: «Привет, папа дорогой, там, спасибо тебе за то, что сегодня я живу, и благодаря тебе в том числе». Спасибо тебе за карманные деньги, спасибо тебе, знаете, вот просто спасибо за то, что мы сегодня можем пользоваться какими-то благами. Я сегодня говорю детям, которые живут со своими родителями. Так печально, когда ты узнаешь, ты слышишь то отношение, которое дети культивируют к своим или имеют к своим родителям, и ты понимаешь, это совершенно ничего общего не имеет с характером Христа, потому что благодарность – это вот часть вообще всей культуры Царства Божьего. Если мы не имеем благодарности, в нас, знаете, в нас разрушено какое-то ДНК Царства Божьего. И все, что я людям сегодня объясняю, ты можешь проверять себя всегда по этому пункту, а благодарный ли ты человек. У нас у многих много чего не получается в жизни. Огромное количество вещей, которые идут не так. Ты взял самокат, да, решил сэкономить на такси, а вместо того, чтобы приехать на этом самокате по-быстрому и по-дешевому, там ходишь сегодня с разбитой коленкой. Ты копил деньги там на свои новые часы, да, какие-то прекрасные, там тебя благословили на день рождения, ты был счастливый, пошел купил эти часы, и в первый же день, когда там купался в этих часах, они просто кончились, остановились. Знаете, куча вещей из нашей жизни, которые вообще идут не так. Но это не повод нам сегодня быть неблагодарными людьми. Даже если, знаете, вот прекрасное место Писания у пророка есть, даже если овцы не принесут плода, то есть если даже я хожу на работу, а вся моя зарплата ушла не туда, я там планировал одно, а получилось все по-другому. Даже если виноград осыпется, даже если маслины не принесут никакого плода. Там пророк говорит: я не перестану хвалить, прославлять, благодарить, любить своего Бога. Друзья, это так важно, чтобы нам сегодня не просто оставаться, но чтобы нам расти в благодарности. В последнее время я очень много гуляю. Некоторые люди говорят: ты что, похудел, что ли? Я говорю: да нет, я подстригся просто так коротенько, поэтому выгляжу будто бы. И те, которые понимают, что немножко похудел, говорят: что ты делаешь? Да ничего особо не делаю. Я очень много, на самом деле, хожу пешком, и в последнее время меня вообще раздражает, что там такси, которое раньше стоило 200 сомов, сейчас 450 может стоить. Знаете, вот ты куда-то уедешь, даже если там на такси, так получается, что в последнее время мне приходится на такси ездить, и ты куда-то уедешь, и приехал ты за 200, а обратно тебе надо доезжать, а там 450 тебе такси говорит. Знаете, что у меня каждый раз? Жаба души, да, как говорят у людей. И просто вот хожу пешком, и знаете что? Я понимаю, у меня наушники всегда в кармане лежат, но я ими никогда не пользуюсь практически. Я вообще не понимаю, зачем я их ношу, потому что я не слушаю на самом деле музыку. Я иногда слушаю проповеди, но так как у меня не работает YouTube премиум, и мне приходится, пока я иду, ничего не слушать. И что происходит? Когда ты ходишь, ты начинаешь обращать внимание на многие вещи, которые тебя окружают. Люди, деревья, солнце, облака, оказывается, они двигаются. Вы знаете, вот пока ты ездишь за рулем, ты не видишь многих вещей, которые происходят в реальной жизни. Я вот иногда езжу с таксистами, говорю: о, здесь здание стоит. Он такой на меня смотрит, типа: что, не местное? Я говорю: да нет, всю жизнь здесь живу. Он говорит: да оно тут уже сколько лет. Я говорю: никогда не замечал.
И вот просто, знаете, вот я гуляю, хожу, размышляю о каких-то вещах, смотрю на эти зеленые деревья, и я просто каждый раз благодарен Богу за свою жизнь, за людей, которые меня окружают, за церковь, которую Бог нам сегодня дал возможность созидать все вместе, строить, за разные ситуации, обстоятельства, в которые я попадаю, даже иногда не очень позитивные вещи, но из которых Бог дает всегда выход. Просто вот случаются какие-то вещи, обстоятельства, ситуации, и ты смотришь на это, и ты понимаешь, Бог дал выход, Бог дал возможность, и разрешилась эта ситуация. И знаете, вот я просто хожу иногда там 30, 40 минут, 50 минут идешь, и ты просто за все благодаришь Бога. Ты смотришь на какие-то вещи и говоришь: Боже, спасибо тебе за то, что ты окружил меня этим, за то, что в моей жизни вот ты столько уже всего сделал. Я 30 с чем-то лет верующий, и я каждый раз вспоминаю то, откуда я пришел к Богу и откуда я взялся. Я иногда прохожу мимо, ну так случается, что сейчас у меня путь мимо того места, где я вырос. И я иду вот по этому месту, и я вспоминаю, кем я был без Бога, я вспоминаю своих друзей, которые уже лежат в сырой земле. И они не на небесах, я уверен, потому что их образ жизни, он не подразумевает небес. И то, что я им проповедовал, к сожалению, они это отвергали, смеялись над этим. Но я понимаю, откуда Бог меня нашел, откуда Бог меня вырвал. Я вспоминаю все то прошлое, всех тех друзей, все те отношения, то, как мы жили. И я настолько безмерно благодарен Богу. Знаете, друзья, меня печалят люди, когда христиане вспоминают какую-то свою нечестивую, греховную жизнь с какой-то такой, знаете, ностальгией. А здесь мы там напились пива, и мы там избили каких-то людей. И человек такой прямо, знаете, счастливый, о том, какой он герой чмошный. Иногда ты вот слушаешь с каких-то людей какие-то свидетельства, и человек рассказывает: да я там был такой ловелас, черный ловелас. И ты слушаешь все это и думаешь: а я благодарю Бога за то, что я был кусок горечи, я был кусок зла, кусок похоти, я был кусок ненависти к человечеству, я был кусок бунта. Все, вот это вот все мое естество, оно было просто под личиной внутри тела. Это был просто человек, который противился всему светлому и святому. И Бог за эти годы сделал столько всего. И знаете, я вот просто хожу и благодарю Бога ежедневно, все больше и больше, за все те вещи, которые нас окружают. Я хочу, чтобы ты просто практиковал это в своей жизни и культивировал. Что-то идет не так, особенно когда вот все вокруг тебя идет не так. Поднимай руки к небесам и говори: Боже, спасибо тебе за то, что ты продолжаешь быть Богом, за то, что твой Голгофский крест никто не отменил, за то, что я спасен, за то, что если даже я сегодня умру в своих проблемах, я отправлюсь на небо, на котором никогда никаких проблем не возникает. Я хотел бы, чтобы мы были церковью людей, благодарных Богу за все то, что Он уже сделал с нами. И даже если Бог, например, не пришел к тебе и не сказал, что ты самая лучшая, красивая, любимая, достойная и т.д. и т.п. Просто вот то, что я тебе сегодня говорю: Христос умер за тебя и воскрес, чтобы дать тебе новую жизнь. Хотя бы за это начинай благодарить Бога. Огромное количество людей есть. У меня был когда-то выписан из интернета, я где-то нашел это в интернете. Там была выписана информация, факты о людях, которые живут сегодня гораздо хуже нас. И вот там просто факты о людях, которым сегодня гораздо хуже. У кого нет крова, у кого нет не просто чего-то в холодильнике, у кого нет холодильника. Кто не пользуется электричеством, у кого нет даже того же самого интернета, кто не умеет читать, у кого нет доступа к чистой воде, у кого нет сегодня, например, места, где бы они без гонений могли бы прийти и поклоняться Богу. Сегодня огромное количество людей, которые находятся в этом состоянии. И знаете, вот иногда я смотрю на себя, смотрю на людей, которые меня окружают, и я понимаю, нам грех жаловаться, друзья, нам грех жаловаться. Нам грех жаловаться. Когда мы начинаем скафнить, когда мы начинаем быть недовольными: я не в той семье вырос, мне не дали образования, меня недолюбили, ко мне относились вот так, ко мне относились вот сяк. Да тебе грех жаловаться, потому что ты не знаешь настоящей жизни, как многие, в чем многие жили.
Поэтому я хотел бы, чтобы, когда ты утром просыпаешься, видишь своих родителей или вспоминаешь о своих родителях, просто поднимай руки к небесам и благодари Бога за них. Когда ты идешь на работу, вспоминай, может быть, людей, у которых нет возможности сегодня работать и зарабатывать, и им приходится переплывать океаны для того, чтобы попадать в место, где они смогут себе на хлеб заработать. Знаете, нет хорошей жизни, люди Средиземное море переплывают, чтобы в Италии на этой вонючей лодке приехать, чтобы их там пограничники взяли на прицел и держали потом еще в концентрационных лагерях долгое время. Нет хорошей жизни. Нет хорошей жизни, другие там Мексиканский залив переплывают. Или через Мексику ломятся в эти бедные Соединенные Штаты Америки, которые уже треснут скоро от количества иммигрантов. Нет хорошей жизни, друзья. И знаете, многие из нас, мы живем в гораздо лучших условиях и продолжаем быть недовольными людьми. Так не хотелось бы. Пусть вокруг нас даже будут эти недовольные люди, но так не хотелось бы, чтобы мы такими оставались. Благодарность, она всегда рождает веру. Я всегда вспоминаю, когда я где-то проповедую про благодарность, или я просто вспоминаю об этой теме, я вспоминаю эти 10 прокаженных человек, которые благодарность, они по-разному, скажем так, они отнеслись к исцелению, но один из них был благодарный. И когда он пришел к Иисусу, который исцелил его от проказы, и он поблагодарил, он пал ниц перед ним, он начал благодарить Иисуса за свое исцеление. Иисус связал это с верой, он сказал: иди, вера твоя спасла тебя. И Он связывает наше благодарное сердце с верой. И это всегда прямо пропорционально. Твоя вера равно твоя благодарность. Поэтому культивируй внутри себя благодарное сердце. Будь благодарен Богу, родителям, мужу, жене. Будь благодарен тем людям, которые что-то создали вокруг тебя, которые какую-то атмосферу создали. Там прославление играло. И знаете, например, летом они потеют, зимой они... зимой у нас, даже потеют. Просто мы были в других условиях, я всегда это рассказываю. Мы, например, собирались в таких местах, где клавишники у нас там играли в варежках, но у них такие обрезанные были варежки, чтобы пальцами они до клавиш доставали. В перчатках. С шарфиком, я помню, у нас гитаристом, у него такая шапка была вязаная, шарфик, и типа курточку он снял, но там этот шарфик был такой, вместо курточки и всего остального. Потому что мы играли в таких условиях, мы созидали церковь в таких условиях. И так хочется, чтобы просто подошел к тебе какой-то человек и сказал: знаешь, брат, спасибо тебе. Спасибо тебе за добрые слова, спасибо тебе за доброе свидетельство, спасибо тебе за то, что ты создаешь эту атмосферу. Как легко нам быть недовольными, что что-то не так. Но как почему-то сложно нам сказать слово «спасибо». Вот нас обслужили в супермаркете, просто сказать кассиру «спасибо». Нам принес кофе человек, мы в кофейню зашли, просто сказать спасибо большое. Да, я понимаю, многие из нас совершенно логично относятся к этим людям, и они думают так: ой, это его работа, я ему за это бабло заплатил. Но знаете, с этого начинается хамство. Когда нам кажется, что своим баблом мы можем все купить. Когда нам кажется, что вот мы за что-то заплатили и будем вести себя определенным образом. Ситуация такая, в магазе все перевелись на кассы самообслуживания. Картами люди рассчитываются. А человек, с которым я все это время был, не буду говорить его имя, это человек, у него нет ни одной карты. На кассах самообслуживания нет никого. В кэшевой кассе, где вот человек обслуживает операционист, там очередь, и причем там с такими колясками, или как эти штуки называются, с тележками, да. Короче, мы стоим в этой кассе, и я наблюдаю за этим операционистом. Надо было видеть, что он творил за кассой. Он настолько быстро отщелкивал все эти штуки, я думал, штрих-код, или этот считыватель штрих-кода сам просто балдел с этого, он не понимал, что происходит. Тюн. И знаете, он же щелкает, или как пищит, когда ты проводишь, и он пиу. И потом он в конце что-то делает на кассе, вот так, реально, 10 пальцами. Вы знали, что на кассах у них есть клавиши какие-то? И вот он на клавишах что-то, я думаю, прикалывается, что ли. Потом второй, а я стою в очереди, мне все равно делать нечего, ждем, пока все эти тележки отщелкают. Но это было настолько быстро. Я ему просто говорю: вы просто космический человек. Я таких не встречал. И он, знаете что, он поворачивается ко мне, говорит: вы не местный?
Он говорит, мне никто никогда не делал комплиментов. Все недовольны, там типа, давай, что нам, тупой что ли, сдачу сда... Он сразу вычислил, что я не местный. Небесный, да. Я не местный, я небесный. Потому что, знаете, все отношение местных, это вот такой быдло-стайл, когда ты просто... Быдло-стайл, это когда ты, знаешь, там, типа, бабло заплатил с таким презренным видом этому чмо за кассой, ты ему эти деньги бросил и быстрее ждешь, когда он сдачу вернет. И когда он тебе сдачу вернул, ты даже на него не смотришь, забрал эти деньги и ушел. Ни здрасте, ни до свидания, ни спасибо, ни добро пожаловать. И у многих вот этот быдло-стайл, он так глубоко живет в сердце. Это вот, простите, друзья, это последние мои переживания. Я недавно одного профессора слушал, совершенно, случайно он рассказывал разные такие, подкаст, и этот человек рассказывал, очень известный там в своих кругах человек, не диетолог, он просто профессор там какой-то, очень образованный человек. Он говорит, знаете, когда изменится наше государство, когда изменится Кыргызстан, мы же все хотим перемен. Он говорит, когда уровень духовности повысится у людей, понимание того, что Бог есть, и Он любит так же, как тебя и другого человека. Второе, когда уровень образованности повысится, когда люди будут образованы, и они будут соответственно относиться к каким-то вещам, а не как неандерталец такой, знаете, вот вырвался на свободу вот с этими своими нечесанными волосами, типа, о, что тут вокруг? Ты смотришь на этого человека, думаешь, тебя где образовывали, ты где был воспитан вообще, где вот это воспитание? Дома? Да его и не было никогда. А третья вещь, это, он говорит, это когда повысится уровень достатка. Но он говорит, уровень достатка это третья вещь, не первая. Потому что если первая это будет уровень достатка, это будет, знаете, как обезьяна с гранатой. Я называю вот этих вот ребят на геликах, которые там, он на своем гелике едет, как будто бы он ищет каждый день жертву какую-то, до кого он докопаться может. Он человек, у которого большой уровень достатка, но не образования, не духовности. Это человек, который только о себе может думать. Это человек, который, например, он там может припарковаться так, что никто никогда не выйдет, пока он не вернется, видите ли. Вот этот уровень хамства, вот это все, это закладывается в наших семьях, это закладывается в наших отношениях, это закладывается в том числе в церквях. Или в каких-то там других местах, где духовность должна закладываться. Знаете, пусть весь этот мир будет сегодня в быдло-стайле двигаться, но это не наш путь. Наше отношение – это просто быть человеком, который благодарен Богу, благодарен людям, благодарен окружению, благодарен власти и правительству. О, даже за них надо благодарить. Да. Сколько людей есть у меня личных врагов, которым я не враг, но они меня сделали врагом. Это, таких людей называют хейтеры. Только потому, что я им говорил, слушай, хватит уже базарить о своей власти. Просто начни ее благословлять и молиться. Все его беды, все его проблемы, потому что напрямую от того человека. Я хотел бы, чтобы просто, вот когда ты приходишь сюда, чтобы ты был благодарен. Есть куча вещей, за которые я благодарен. За нашу церковь благодарен, за вашу жертвенность благодарен.